Количество спортсменов здесь, в Деме, должно стать в разы больше. Ведь здесь открылся новый спортивный центр для нас, подростков. Недавно в Демском районе открылся первый центр единоборств. Ранее ничего подобного в этой части города не было, и ребятам приходилось ездить в другие секции за несколько десятков километров от дома. За короткое время набралось свыше 200 детей, готовых обучаться и становиться чемпионами. Еще бы немного, и ребята могли не попасть в набор, ограниченный в 300 человек. Мы успели застать тренировку по дзюдо, переходящую к занятию бокса, где мы убедились в новизне инвентаря и успели взять интервью у Гоши. Что из всего, что тут есть, этот центр новый, тебе больше всего нравится? Тренерский состав и экипировка различные, снаряды, сама атмосфера зала. Как часто надо заниматься боксом, чтобы стать профессионалом, чтобы преуспеть в этом виде спорта? Ну, как минимум 3 раза в неделю, по 2 часа тренировок, я думаю, хватит. Сколько примерно лет? Ну, лет... Именно профессионалом, чтобы стать, лет 20. Пусть в спортивном центре и всего 5 тренеров, они успевают преподавать ребятам свой вид спорта. Теперь это стало удобнее, ведь нет необходимости ехать слишком далеко от дома, чтобы заняться любимым делом. Всех педагогов подбирали квалифицированных, призеры и победители спортивных соревнований по своим видам борьбы. У них имеются воспитанники-чемпионы, которых станет больше, судя по тому, насколько детям нравятся занятия, как и начинающему спортсмену, которого мы встретили. Как проходят ваши занятия здесь? Сначала мы приходим, становимся в строй, нас тренер отмечает, кто здесь, кого нет. Потом у нас идет разминка. Разминаемся, бегаем, потом делаем кувырки там, что-то в этом роде. Сколько качественно у вас подготовка к самому занятию? Ну, хорошо. То есть под конец тренировки ты уже устаешь, руки, ноги забитые. Подход к ребятам тут индивидуальный. Их оценивают не как целую толпу, а каждого по-своему, из-за чего ребят тянет заниматься именно здесь, в спортивном центре Дема. Ну и пусть, что секции располагаются не в новом здании. На количество медалей на следующих соревнованиях, думаю, это никак не повлияет. Атмосфера тут боевая, готов побеждать и становиться еще сильнее. Тамерлан Исхаков, Рамазан Мусин, специально для Горы новостей.